Приезжал спадар Лебедько, з ім приезжал Губаревич, был, карацей, весь вот этот бомон. Нас туды ніхто не запрашаў. Вось. Типа наши інтарэсы прадстаўляў Кабанчук і Кіт. Ну, шмат людзей было. Вось. Былі некаторыя камандзіры з другіх падроздзелаў, там выступіў таксама і Андрей Бессмертны, камандзір беларускага падроздзела 15-14, ён добра выступіў. Вось. Мы прыйшлі туды, нам эту інфармацыю, дарэчы, злілі, потому что Лебедька, Кабанчук, Кит вельмі не хотели, чтобы мы там появились. Вось. И это была закрытая информация, то бишь никто даже не ведал, что Лебедька там что-то будет проводить. Нам это скинули, мы доведались где, загрузились в машины и поехали туды. Приехавши туды, кто-то из них вызвал полицию, мы зашли туды, попросили, чтобы нам предоставили микрофон. Мы вояры, мы пришли все в форме, туды пришли наши штурмовики, усе, вось, потому что я там одразу сказал, спадар Кабанчук и спадар Прохоров не представляют наши интересы. У меня депутат, коли не помиляюсь, Богдан спросил, а кто представляет? Я кажу, ну вот мы все пришли, я выступлю, и вот человек выступил. Мы вам расповедем, что отбывается. Вось. Пока там была некая суета, бегали что-то, раз, Кит убежал, и он уже все, его не было, он зразумел, что зараз буде, и он пшик и слился. Вось. Кабанчук знаходился там яшчэ беларускія дзеючы былі з маладзёвого насту пакалення, помыляюсь. Был Губаревич, рух за свободу, там латушки или чего-то там, вось. Ну и, конечно же, модератор усяго, сам Лебедько. Яны толком распавесці так и не смогли, какие у нас проблемы. Лебедько спрабаваў вмешаться и там сказать что-то, ой, вы там в форме пришли. Я кажу, дык в краине война, естественно, мы в форме пришли. А як мы повинны были прийти? В трусиках, в тапочках, что ли? Ці як? Ці в костюмах за 2000 баксов, як у вас? Ну, конечно, мы в форме, потому что мы на той час бойцы, и все, ну, а як? Вось. И как бы я распавёў там вкратце, какие у нас проблемы, про коррупцию так само. Я там официально заявил и сказал вось Кабанчуку, чтоб он зараз стал и поглядел у очи хлопцам, якія там сзади все стоять. Вось. И призвал Лебедьку, чтобы той не дазывал информацию, что он тут приехал все вырашать. Этим занимались отдельные люди. Я вам больше скажу. Белорусским пытанием займались БДК, спадар Геннадий, у них есть патронтажная служба, яны ведуць працу. Этим занимаются іншыя люди, у тым ліку и спадар Францкевич, яшчэ люди, якіх я не могу назвать. Там нету лебедек, там их нема. Вось яны ездят, домовляются, и я так само недавно тоже там ездил, я был и в Раде этой с депутатами, потом яшчэ на нейкую ихнюю импрезу там гонял, тоже мы вырашали эти пытания. Вось. Нам дали выступить. Ну, як далі выступить, мы настояли на этом. Выступил першы Андрей Бессмертный, вось, выказавши свою позицию, что мы не падтрымліваем и не признаем Тихановскую как лидера оппозиции и президентку. Вось. Мы не признаем, что наши интересы вояров представляет спадар Кабанчук, спадар Кит и ввогуле до хрена представников, а на фронте штось их не бачно. Проходя некий час, день ці два, Лебедько уже заявляет, что там прошло все тихо, спокойно, нас там не было. Лебедько, так будем сказать, немножко и перепугался, потому что ему что казали прямо. Я щиро кажу, что я прилюдно и украинцам всем донес, что вот этот человек у свой час привел Лукашенко за руку до улады. А зараз он сидит в Украине, в Киеве, модератор. Как вы к этому относитесь? Вот, да, треба, но вы же повинны еще, немножко я подкреслю так, да, там же еще питание вырашалось фінансування, що, мол, треба фінансувати полк Каліновського, а полк Каліновського буде вже всім остатнім там комусь нейким доброохотникам, кудись штось, комусь нейким куди-то что-то роздавати. Ось. Мы, естественно, сказали, что мы супер, потому что допомоги, які будут выделяться, мы не хотели бы, чтобы это все завязывалось менавіта на полке Каліновського, потому что там есть ряд вельми дрэнных нюансов. Вось, и как бы нам бы это не хотелось. И мы должны были еще донести, что ни Лебедько, ни Кабанчук, ни Кит не з'являются представниками белорусских вояров, доброохотников. Вось, поэтому мы приехали туда вялизной колькостью, чтобы показать, что не один там Урбанович, там не один там Андрюха, не один там кто-то, а Калиласка. Там 3-4 десятки бойцов, боевых бойцов, не тыловых, как они там сидят, ворота открывают и грудь вся в медалях, а боевых бойцов, яких уже, вибачаюся, некоторых уже нема в живых, на жаль. Вось. Ось. І гэта нам трэба было донести. Кит покинул эту тусовку, потому что зразумел, что ему зараз зададут пытание, а як это ты только что сказал, что представляешь хлопцев, а хлопцы пришли и сказали, что ты их не представляешь.
Вось. Лебедька першапачаткова штосьці там спрабаваў сказаць, но потым тупа маўчаў, бо зразумеў, што ну, штосьці спрачацца і штосьці даказваць, мы кажам шчыра і праўду. Вось. Так как ён потым преподнес эту інфармацыю о том, што удачна зганялі, павырашалі шмат пытанняў, у добраахвотнікаў з'явіцца там нейкія памяняюцца нюансы, будзе легалізацыя. Вось, ну, гэта хлусня. Яны па-хуценькаму пабежалі і настучалі, будем так казать, на самый верх, что зашли белорусы, ображали депутатов, угрожали депутатам, никто там никому не погрожал. Просто сказали, что вы сильно толстые и не проходите у двери. Я не лечу это образы. Ось. Ну, на жаль, оно так и есть. И на самом верху, вплоть до господина Буданова, это дошло. Из-за этого начались разборки. Ось. Хотя мы ничего противодейного не робили. Мы просто распавялі правду, что у нас есть проблемы, они не вырашаются. Что за нас представляются какие-то люди.